вами Алтынай и Гульнар. Сегодня у нас продолжение чаепития в национальном стиле после нашего бешбармака. Вот баурсаки и щельпеки у нас приготовила Алтынай. Я сейчас вас познакомлю с покупной сладостью. Это казахская традиционная сладость джент. В основном она делается из проса, да? Я не знаю, В общем, оно, если не ошибаюсь, это делают из проса, то есть методом того, что его превращают в муку. Далее и вот, лепят. Да, и далее с помощью масла сливочного, сахара и вот этой муки, получается, делают такую сладость, придают форму. При желании добавляют туда орешки, изюм. Вот эти маленькие — это курт. Ну, курт — это очень имеет важное историческое значение. В советское время, когда жен изменников родины так называлось, да, именно вот в Алжир отправляли жен со всей части Советского Союза. Там. И вот на этих женщин мальчики и женщины кидали вот такими камнями, показывали такое видео. И как бы они сначала расстраивались, думали, вот мало ли, на государство нас отправило на ссылку, заставляет, ну, они действительно занимались черной работой, так еще местные жители так неуважительно к ним относятся, кидают камни в их сторону. А потом оказалось, что местные жители не издевались над ними, не кидали камень. Они наоборот помогали им выжить. Они вот кидали вот таких курт. Это вот большое содержание кальция, сделано из творога и соли. То есть они наоборот, наши казахи, помогали им выжить. И они вот втихаря прятали и потом у себя в бараках ели. А надзиратели не догадывались, они думали, что издеваются, да. То есть вот такая у нас история. Да, у меня тоже. Вот даже рамшек тоже делают из творога, но он такой сладкая версия творога, и она такая более, не такая сильно сухая, ну как бы это сложно объяснить, но в общем рамшек обычно у нас такая сладкая, как можно сказать, сладость из творога. Хворост его и делают, и в России и так далее. Это вот наши бабушки, наши мамы все всегда делали, да. То есть также мы помимо хвороста всегда на столе имеем чак-чак. Ну, чак-чак имеет татарское происхождение, но мы обожаем чак-чак. Ну, кто не любит чак-чак? Скажите, кто? Вот. Да, чак-чак. А это сверху пахлава. Ну, знаете, это не традиционная турецкая пахлава, это какая-то вот, но она тоже вкусный аналог. Это можно назвать как домашняя пахлава с местного супермаркета. Также вот это у нас толкан. Его делают, если не ошибаюсь, из пшеницы, да? Пили с чаем. А у нас еще на Западе тара популярна. Я не знаю, как у вас. Да. И Казахстан шоколад. Ну, как бы это must see, must try и так далее. Да, просто must eat. Это вот must eat, да, это вот самый популярный. Ну и не только в Казахстане, за рубежом, а также варенье. Чего домашний это домашний тетиного производства. Это, кажется, от урюк или что-то такое. Вот. Да. Ой, мы так долго говорили, давайте вот чай. По традиции наливают сразу. Казахи вообще издревле любили пить чай с молоком. Ну, вот. Обычно у нас в тоях уже сразу заранее молоко добавляют в чайник и так далее, поэтому в таком варианте. Некоторые даже сахар добавляют. Но я сахар не добавляла, потому что не особо люблю. Вкусный чай. Как бы сахар не обязательно, когда высокой сладости, да? Давай пробуем. Я хочу попробовать джент. Да, тоже. У меня глаза туда падают. Честно, я не особо так много люблю сладкое. Интересно. Мне попался сразу изюм. Текстура очень. Но если посмотреть, джент, он считается очень жирненьким десертом. Да. Но потому что тут масло, да, сливочное. Чувствуется еще солоноватый какой-то вкус, да? Прям сделали. С изюмом прям. Изюм попал. Хворст у меня. Родственники просят до сих пор маму сделать хворст. Я не особо люблю, но я всегда стояла у плиты и жарила, пока мама резала, там хлеб готовила.
Давайте чай налью. Сразу стоит отметить, что казахи пьют очень много чая. Угу. Особенно после бешбармака. А, кстати, еще стоит отметить, что у нас на Западе вот после замужества келин наливает Чай. тат-чай называется. Да, Тоже у нас тат-чай, да? келин-чай говорят. Келин-чай? Мгм. Келин-чай, тат-чай, типа такого. Ну, тат-чай тоже говорят, да. Вот, это когда вот По-разному. сразу после свадьбы Да, на следующий на день следующий день келин как надевает, да. Рэмбо одевает свой вот этот платок и начинает такой наливать чай, И ты не должна перепутать перепутать чашки. И- Кто как пьет. И главное, не просто так, как бы все. Потом дают подарочки, деньги. Ну, можно собрать около $100 точно. $100. Я думаю, да. Моя слабость это спорт. Ты пробовала? Вкусные. Обычно наши бабушки делают либо круглые, либо вот Да. такие продолговатые. Мгм. Но сейчас как бы новый век, люди делают как-то в разных формочках. Может быть, это в целях экономии, либо есть те люди, которые сразу не съедят весь курт, да? Да. Поэтому он такой маленький. Ну, так сейчас удобнее, например. О, хвост такой. Свежий. Чак-чак. О, сейчас тоже. Попробуй То. баурсаки теперь. А, я баурсаки не пробовала. Ой, Вау. зацени. Мгм. Еще такой вкусный. Да. А главное, то, что мы должны сделать, это вот я торжественно открываю казахстанский шоколад. Ну, я обожаю казахстанский. И вообще все иностранцы обожают. Иностранцы обожают, да. Скажи топ-3 фаворита с этого стола свои. Хорт. Такая. Чак-чак не пробовала. Кушай, я попробую чуть-чуть. Хорт обожаю. Потом вот толкан. Или что у нас? Да-да. Жент. Джент. Вот. Я его не всегда ем, но и шоколад казахстанский. Я так отношусь к чак-чак, хворсту. Там. Из-за того, что я хворст, кажется, готовила с мамой, когда мама делала, я стою вот это. Она мне уже надоела. Да. Да, я сейчас принесу чай. 25-я чашка. Я принесу такая. Я поставлю рекорд по чаю. 25-я кружка. Ну, это шутка. Вот так. Кстати, у англичан, как мы все знаем, есть 5-часовой чай. Да, Есть у казахов, сеансы. кстати, тоже есть. Так же, как и у казахов. Как бы В 5 дня. наши европейские братья. Нормально, без 10:05 мы с тобой чай пьем. О, мы почти вовремя. А еще у нас есть такая традиция. Приходим с гостей. Бываешь, обязательно там тебе ложат там обязательно вкусности, сладости всякие. Приходишь домой, накрываешь на стол с этими и говоришь, өзіміз отырып чай ішейік. Ну, сами попьем чай без гостей, спокойно. Или вы являетесь тем, кто принимал гостей, вы провели гостей и говорите, а теперь давайте Сами попьем попьем чай. А то, что ты выпила уже 50-й кисайку чайка, не Это имеет не имеет значения. значения, да. Да, в этом наш народ уникален. Сейчас все затрагивают эту трендовую идею по Ая Шалхар и ее проекту. Ая Шалхар это инстаграм-блогер. Да. И вот она недавно... это Она вот модель еще. предисловие, да. Она удалила все свои фотографии и видео в своем инстаграм-аккаунте и разместила где-то 5-6 видео про традиции казахского народа, где там... Ну, она выставила в основном даже не про традиции, а такие drawbacks, это как называется, недостатки, которые отражаются в традиции почему-то. Многие приняли как доброжелательно, некоторые приняли это скептически, в том плане, что нашу культуру выставили в том свете, будто там у нас постоянно кого-то избивают или будто Ну, кого-то... это там, кажется, пошла защита на женщин, которые страдали от домашнего насилия. Да. Потому что
во время карантина все-таки развод и домашнее насилие больше берет обороты, чем даже там быть счастливыми дома. Там, К еще большому что-то, сожалению, да, потому что не каждый человек может быть со своей второй половинкой наедине такое долгое время, да. И плюс и И стоит... каждый видит свои минусы, там этот и Да, ну, начинает. это только не только в Казахстане, Это везде. это по всему миру. Ну, Но многим людям не понравилось, что Ая Шалкар... ну, почему он так говорит, да? Типа... Ну, именно почему выставила именно в казахских традициях, вот именно то, что она, будто бы она негативно отразила казахские традиции в таком виде, что Ну, будто бы женщины вот в любом случае все выходят замуж, все становятся рабынями, нет, не всех все. избивают или там что-то и так далее. Она не в таком смысле имела в виду, что именно в Казахстане такое, просто в какой-то степени хотела передать, что мы, казахи, не должны этого делать, может. Да, то есть я даже читала одну блогершу, если можно так сказать, что, получается, у нас были раньше традиции свои собственные. В конечном итоге мы стали частью СССР. Таким образом мы потеряли почти что свою идентичность, потому что все мы стали одинаковые и равны, и как бы не высвечивались никак, да. И потом в конечном итоге обратно начали приобретать свои традиции. И многие традиции исказились, к сожалению, да. Что вот раньше вот то, что девушка, она наравне с мужчиной скакала, насколько не была воинственной, вот это все, в конечном итоге женщина поработилась. Но обратно это не по всей стране. Сейчас все уже пользуются интернетом, все знают, в принципе, начинают изучать свои права, там, что он умеет делать, что он может. Типа, от этого уже больше отталкивается. И молодежь сейчас растет более-менее, как бы более современной, чем раньше. Ну, давайте мы уже подведем наше чаепитие к логическому завершению. 155-я чашка уже была. Благодарю тебя, Алтынай, за чай вкусный. Тебе спасибо за чай. Все. Вкусности. Пока.